Кобринский масларобна-сыраробны завод – прадпрыемства градаўтвараючае з агульнай вагой 39% у агульным аб'ёме прамысловай вытворчасці района. У суткі тут перапрацоўваюць амаль 500 тонн молока, выпускаюць каля 150 видов продукции. За 2019 год нами был достигнут достаточно высокий показатель по рентабельности продаж 16,1%. И за 5 месяцев текущего года у нас уже этот показатель тоже высокий – 14,6%. Это самые высокие показатели по республике. 90% продукции ідзе на экспорт, львиная доля у Россию. Працуюць тут и над диверсификацией рынков. На сегодняшний день мы наращиваем объем. Это Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан. Также у нас есть поставки и контракты, заключенные на поставки. Это сыворотки сухой деминерализованной, Китай. Стабильный финансовый стан прадпрыемства садзейнічае и дабрабыту яго работников. Сегодня тут працуюць 600 человек, сярэдняя зарплата 1500 рублёў. Магчыма таму, што сёння на заводзе няма вялікіх праблем, то і пытанняў да кіраўніка вобласці падчас яго сустрэчы з калектывам было няшмат. Пагутарылі ў цэлым аб сацыяльна-эканамічным развіцці рэгіёна і, канешне, аб тым, што найбольш цікавіць масласыраробаў – вытворчасці молока. За прошлый год мы произвели молока 1 650 000 тонн. И по продуктивности мы впервые в истории и Республики Беларусь, и нашей области вышли на продуктивность дойного стада более 6000 килограмм. Доили в прошлом году 6131 килограмм на корову. З таго, што цікавіла ўдзельнікаў сустрэчы, надзённая эпідэміялагічная сітуацыя ў вобласці па каронавірусу. Анатоль Лис адзначыў, пік захворвання рэгіён прайшоў і назваў лічбы. У нас в области на сегодняшний день выявлено ковидных тех, кто обратился, да, которые официально зарегистрировали, более 12 000. На сегодняшний день у нас уже по области осталось где-то, по-моему, каждый день меняется, где-то всего около 700 человек, которые сегодня лежат в больнице. Мы их сосредоточили, в принципе, уже в Бресте одна больница, которая будет заниматься, инфекционная, это понятно, и плюс центральная городская. Мы оставили также в городе Барановичи и в городе Пинске, и где, значит, больные будут появляться. Сейчас практически в районах появляется по 1, 2, по 3, небольшое количество, слава богу, выявляем людей. Поэтому мы справляемся и будем работать в основном Брест, Барановичи и Пинск. Напрыканцы сустрэчы закранулі і галоўную тэму палітычнага жыцця краіны – хуткія выборы прэзідэнта. Анатоль Лис падзяліўся з работниками завода сваёй уласнай думкай. Я за то, что у нас сегодня есть, значит, его надо сохранять. Потому что те, кто стремятся и говорят нам, что мы должны жить лучше и можем быть лучше, да, это еще очень большой вопрос. Одно дело говорить, да, а другое дело сделать. По завяршэнні сустрэчы з працоўным калектывам завода кіраўнік вобласці Анатоль Лис правёў прыём грамадзян па ўласных пытаннях. Людмила Салдзина, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».